Başlandan işte biz bu hazret tip ikinci hazret tipi halk arasında tabi sözler yeri mena bu ahlakla tugulken Bayburt'ta yeter dinle biz kaynanda iken mena bu mesele turunda başlap gitseniz iyi dersin hazret. Понимание ислама как религии в таком узком смысле этого слова, это отчасти навязанное нам понимание. То есть вот христианский мир, он пошел по принципу Богу Богу, Кесарю Кесарева, то есть он раскалывает социальную сферу на две как бы стороны, да, жизни, то есть которые за пределами, за оградой церкви и за пределами церкви, да, то вот исламский мир, он вот этого деления никогда не было, и поэтому ислам, когда мы говорим слово ислам, это не религия в узком смысле, не в христианском смысле это слово, это понять как культура, то есть то, что охватывает все жизни людей. Когда мы стремимся к добрым делам из-за рая, это тоже допустимо. Это можно, но нужно понимать, что это не предел духовного развития. То есть, когда ты ради благ рая, да, но это мы, конечно, грубо говорим, что это торгашество, да, но это как бы допустимое торгашество. То есть, ты как бы, то есть, ты потихоньку потом начинаешь понимать, что, ну, это не предел, что есть еще более высокий уровень там, искренности, более высокий уровень как бы, понимания реальности. К пророкам, к ним, в принципе, тоже можно подходить как к историческому факту, и тогда мы должны доказывать, было это или не было. И здесь дискуссии, они уже идут 1,5 столетия, наверное, не остановятся. А можно подойти просто как некий назидательный такой, если не притча, то преданию, то есть, который несет, тем не менее, в себе какие-то важные смыслы, обращенные к нам, к людям, для кого, собственно, эта история рассказывалась. Вот по кругу обходим и салям. То есть за этим стоит большая история. Татары жили в маленьких махаллях, выживали и прочее. И вот это очень такой теплый обряд. То есть ты поссорился с кем-нибудь, потом намаз читаешь, идешь, руки ему жмешь, уже ты не можешь вот эту обиду свою держать. Ты все равно, ну как-то, у тебя сердце смягчается. Это очень такой добрый обряд. Вот по форме он, ну, может быть, я ошибусь, но он только у нас есть. Или ну, не у всех, скажем так, мусульманских народов он есть. Но по сути, это то, что нам пророк предписал. Он говорит, афшу салям байнакум. То есть распространяйте мир между собой, приветствуйте друг друга. То есть мечеть, по сути, она вообще мусульманская, ведь Кул-Шариф, это же он ничем содержательно не отличается от других мечетей. Но когда ты смотришь, ты понимаешь, это татарская мечеть. Ее ни с какой мечети мира не спутаешь. Поэтому это глупо, конечно же, отрезать и говорить, что вот у нас здесь правильно, тем более после 70 лет. Рустам Хазрат Батыров белән очрашу булды. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары белән. Ул безгә кыскача гына традицион исламның нигезләрен аңлатып үтте һәм шул традицион ислам нигезендә сүзенең артында нәрсә ята икәнен дә аңлатып үтте. Шулай ук үзебезнең татар исламы ничек барлыкка килгән, шуның тарихы белән таныштык. Монда теге dinni вәгазь сөйләү кичәсе генә түгел, бу dinni менә бер яктан фәнни яктан да, тарихи яктан да тикшерү дип әйтик инде. Бу әле беренче проект кына иде, бу ничек дип әйтик, беренче кыймак кебек кенә. Ләкин киләчәктә бу даими проект булыр дип көтеп калабыз иншалла. Һәм Аллаха тапшырдык. Для меня, как чужой человек, который занимается татарской культурой, татарской историей, традициями татарского народа, это действительно такие важнейшие моменты, важнейшие мероприятия, информативные. البت biraz ağır, lakin ben tırışım.